Бисмиллахир рахманир рахим. Вассалату вассаляму аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема 91-я сура Священного Корана, сура Аш-Шамс. Сура состоит из 15 аятов. Мы начинаем. Бисмиллах. Бисмиллахир рахманир рахим. Ваш-шамси ва духаха. Так как шин у нас является солнечным звуком, с согласовки вау переходим на шин и применяем свойство тафаши. Ваш-шамси. Не ваш-шамси, ваш-шамси. Полноценное произношение удвоения шина. Ваш-шамси. Ваш-шамси. Четкое произношение огласовки кесра под сином. Ваш-шамси. Ваш-шамси ва духаха. Дад, ду. Дад это не распространенная ошибка сейчас является, что это твердое даль. Ду. Нет. Это со свойством продолговатость, когда дальняя часть языка приподнимается и из внутренней стороной край, левый или правый край языка прикрепляется к внутренним сторонам коренных зубов. Духа. Здесь одна из самых распространенных ошибок, когда или ха произносится как ха, или ха как ха. Так как это отдельные звуки, ду-ха, ха. Естественно, удлинение в размере двух огласовок. Ду-ха-ха. Гортанные звуки, разница очень громадная. Ду-ха-ха. И при остановке в размере двух огласовок. Фатха аннулируется, но удлинительный звук остается. Ваш-шамси ва духаха. Обратите внимание. Ваш-шамси ва духаха. Идем дальше. Второй аят. Валь-камари. Здесь у нас лунный звук. Валь-камари. Каф твердое. Камари. Валь-камари. Каф твердый. Мим ра мягкий. Валь-камари. Ида. Четкое ясное произношение огласовки кесра. Ида. Удлинение в размере двух огласовок. Таляха. Удлинение в размере двух огласовок и ясное произношение огласовки фатха. И ха. Аннулируется огласовка, звук остается и в размере двух огласовок. Ида таляха. Валь-камари. Ида таляха. Третий аят. Ван-нахари ида джаллаха. Ван-нахари. Уходим на удвоенный звук нун. Ван-нахари. Удержание в размере двух огласовок, за который следует звук ха. Ван-нахари. Удлинение в размере двух огласовок. Ван-нахари ида. Мягкое произношение, четкое произношение кесры. За в размере двух огласовок. За межзубной. Ида. Одна из самых распространенных ошибок это когда за произносится с давлением и появляется удвоение. Идза. Что является ошибкой. Такое непринужденное произношение. Ида джаллаха. Джим, не джим или жим, а джим. Средняя часть языка приподнимается к твердому небу и ударяется. Идж. Джаллаха. Джаль удваиваем, а потом удлиняем с огласовкой фатха. Джаллаха. Аннулируется фатха. Джаллаха. Итак, третий аят. Ван-нахари ида джаллаха. Четвертый аят, переходим, обратите внимание. Валлайли ида ягшаха. Валлайли. С огласовки фатха уходим на удвоение лям. Удваиваем, произносим фатху, а потом уходим на я сукуном. Валлайли ида. Мягкое произношение алифа. Удлинение в размере двух огласовок. Ида. Я мягкий звук. И обратите внимание, чтобы при переходе на гайн, чтобы она не была твердым. Я не было. Ягша.
Ягшаха. Удлинение в размере двух огласовок. Вот этот данный момент. Естественно, удлинение. Ягшаха. То же самое, идентично. Произношение, монотонное произношение звука. Удлинение. Ягшаха. Уходим на 5-й аят. Еще раз прочитаем. Валлайли идha ягшаха. Здесь солнечный звук. Уходим на син. Полноценное произношение звука син со свойством свист. Вассамаи. Удлинение в размере 4 огласовок. Применяем. Вассама. Удлинение. Вассамаи. После долготы нужно четко произносить огласовки кесра. Вассамаи. Ива. Вассамаи вама. Все мягкие звуки. Здесь все мягкие звуки. И поэтому нужно обращать внимание, чтобы звук А не присутствовал. Вама банаха. Бана. Удлинение в размере 2 огласовок. И ха. Удлинение в размере 2 огласовок. И таким образом 5-й аят. Вассамаи вама банаха. Переходим на 6-й аят. Валь-арди вама тахаха. Итак, валь-арди. С огласовки фатха уходим на лям сукуном, избегая правила калькаля. Арди. Вот одна из самых распространенных ошибок – это твердое произношение звука хамзы. Получается валь-арди, ард, что является недопустимым, потому что хамза с огласовкой фатха всегда произносится р. Да, ра твердые, но твердость ра не должна влиять на мягкое произношение хамзы. Валь-арди. Да, с огласовкой фатха, прошу прощения, кесра. Валь-арди. Вама. Удлинение в размере 2 огласовок. Вама. Тахаха. Тахаха. Нет. Та. Твердый звук. Ха. Мягкий звук. Удлинение в размере 2 огласовок. И при остановке удлинение в размере 2 огласовок. И таким образом получается у нас 6-й аят. Валь-арди вама тахаха. Переходим на 7-й аят. Обратите внимание. Ва нафси вама савваха. Вот фа и син. Фа – фрикативный звук, син – свистящий. И поэтому при таких свойствах, при встрече двух звуков с такими свойствами, нужно максимально быть внимательным, чтобы не аннулировать одну в пользу другого. Ва нафси. Здесь у нас правило. Идгам накис называется, ассимиляция без частичной назализации. Ва нафси вама. Здесь удерживаем в размере 2 огласовок. Вот, скажем, вот так. Ва нафси вама. Вама. Удлинение в размере 2 огласовок. Савваха. Са. Удваиваем вау. Удлинение в размере 2 огласовок. Здесь удлинение в размере 2 огласовок. Получается ва нафси вама савваха. 8-й аят, обратите внимание. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَهَا. Спокойно, непринужденные, все звуки полноценно произносим. Фа'аль, чтобы не применялось правило калькаля здесь над лямом. Фа'альхамаха. Ударение в размере 2 огласовок. Фуджу. Здесь удлинение. Огласовки дамы в размере 2 огласовок. Удлинение. Фуджу. Ра-ха. Удлинение огласовки фатха в размере 2 огласовок. Естественное удлинение. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَى. Здесь та мягкая, каф твердая.
чтобы с мягкого звука переходим на твердый. Ватако, а не тако, таква, нет. Таква, тако. Ватако, ва, удлинение в размере двух огласовок, фатху удлиняем. И здесь то же самое удлинение двух огласовок, фатху удлиняем. Итого получается у нас فألهمها فجورها وتقواها. 9 аят, обратите внимание. قد أفلح من زكاها. Каф, твердый звук. Даль со свойством калькаля. Кад, нет. Каде. Кад, нет. Ошибка будет. Почему? Потому что даль мягкий звук. Да, у этого звука является присущее свойство калькаля, но не твердость. Кад, нет. Каде. Каде афляха. Применяем правило калькаля. Каде афляха. Здесь у нас правило ихфа в размере двух огласовок. Мы удерживаем сокрытие. Ман заккаха. Удваиваем. Произносим потом фатху. Закка. Удлиняем в размере двух огласовок. И здесь тоже самое удлиняем в размере двух огласовок. И таким образом получается у нас قد أفلح من زكاها. Переходим на 10 аят. Обратите внимание. وقد خاب من دساها. وقد то же самое правило, которое мы сказали, калькаля, но мягкий звук даль. С твердого уходим на мягкий с применением правила калькаля. Вакаде хабе. Ха твердый звук и удлинение у нас в размере двух огласовок тоже твердое. Хабе. Вакаде хабе ман дасаха. Сокрытие и удержание назализации в размере двух огласовок. Дасса. Удваиваем, произносим фатху, а потом долготу. Дасаха. То же самое удержание, имеется в виду удлинение в размере двух огласовок. И таким образом, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. 11 аят, обратите внимание. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِتَغْوَاهَا. كَذَّبَتْ. Удваиваем звук «за». Потом произносим огласовку фатха. كَذَّ. Каззабат. Здесь обратите внимание. Та с сукуном. Звук та фрикативный звук. И полноценное произношение должно быть. Каззабат са. Если немножко проморгать это свойство, у нас получается каззабат самуду. Получится ассимиляция. А что в нашем чтении, это такой ассимиляции в данном случае не применяется. И поэтому мы разделяем. Каззабат самуду. Каззабат самуду. Самуду. Удлинение в размере двух огласовок. Огласовки даммы. Самуду бита. Битаг. Битаг твердый. Та твердый. Гайн твердый. Битаг. Четкое произношение огласовки ба. Огласовки касры с буквой ба. Бита. Битаг. Ва. Битагва. Нет. Битагваха. Мягкое произношение вау и ха в размере двух огласовок удлинения. И таким образом получается у нас каззабат самуду битагваха. 12 аят, обратите внимание. Идим ба'са ашкаха. Иди, мягкое, четкое произношение огласовки кесара. Иди, то же самое, огласовка кесара произносится четко. И с огласовки кесара мы уходим на назализацию в размере двух огласовок. Идим ба'са со смыканием губ. Идим ба'са ашкаха. Аш произносим максимально мягко, четко. Аш с применением свойства тафаши, то есть ш. Аш каха. Твердое произношение каф с удлинением в размере двух огласовок. То же самое удлинение. И таким образом получается у нас идим ба'са ашкаха. Нужно разделить твердость каф и мягкость ха. 13 аят, обратите внимание.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Обратите внимание. فقال. Каф твердый звук, и поэтому удлинение то же самое. فقال لهم. لهم. Четкое произношение мима. Так называемый изхар аш-шафави, губная ясность. Лахум расулюллахи. Удлинение в размере двух огласовок. Расулюллахи. Об этом мы говорили, когда при произношении лафзуль джаляля слова Аллах у звука лям есть долгота в размере двух огласовок. И таким образом Расулюллахи, 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 нақата. Нақата. Правило гласит, если перед словом лафзуль джаляля Аллах стоит огласовка дамма или фатха, лям произносится твердо, а если касра, то мягче. В данный момент у нас огласовка дамма, и поэтому лафзуль джаляля произносим лям в этом слове произносим твердо. И поэтому получается Расулюллахи, лахи, а не ло, звука о нет. Обратите внимание. Расулюллахи, нақата. На удлинение в размере двух огласовок. На мягкий звук. Наqa твердый и мягкий. Нақата. Уходим на то же самое, как и в предыдущем моменте. Нақаталлахи. Нақаталлахи. Удлинение в размере двух огласовок. Васукуяха. И надо обращать внимание, чтобы огласовка касра в последней букве слова Аллах произносилась четко, ясно и до конца. Нақаталлахи. Васукуяха. Син мягкая, каф. Применяем правило калькаля. Сука, сука, сука. Сукуяха. Мягкое произношение я и ха в размере двух огласовок. И таким образом получается. Обратите внимание, 13 аят. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. 14 аят, обратите внимание. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Читаем. فكذبوه. За удваиваем. Потом переходим на б. Применяем удлинение в размере двух огласовок. فكذبوه فعقروها. Фаака, нет, айн мягкая. И не подчиняется твердости каф. Фаака, айн мягкая, каф твердая. Фаакару, удлинение в размере двух огласовок, даммы. Фаакаруха, удлинение в размере двух огласовок, удлиняем фатху. Фаакаруха, фадамдама. К большому сожалению, одна из самых распространенных ошибок – удержание мимо. Фадамдама, что является грубой ошибкой. Почему? Потому что здесь нет удержания. Свойства назализации в буквах, в звуках мим и нун существуют. Но в данном моменте нет удвоения, чтобы применять фадамдама. И поэтому фадамдама, фадамдама, фадамдама. Алейхим. Нужно обратить внимание, чтобы фатха, огласовка, произносилась алей, а не алей. Алейхим, нет, алейхим. Раббухум, удваиваем, потом произносим огласовку дамма. Раббухум бидамбихим. Здесь мы удержание в размере двух огласовок. То же самое, здесь удержание в размере двух огласовок, назализация. Итого получается у нас Раббухум бидамбихим. Раббухум бидамбихим. Раббухум бидамбихим. Фасавваха. Удваиваем, применяем огласовку фатха,
удлинение, и здесь удлинение. Итого получается фасавваха в размере двух огласовок. И таким образом, еще раз прочитаем 14 аят. Обратите внимание. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. И последний аят в данной суре. ولا يخاف عقباها. ولا удлинение в размере двух огласовок фатхи. ولا يخا. Яха, чтобы твердое произношение звука я не было. Яха, яхафу, яхафу. Удлинение в размере двух огласовок. Яхафу уқуба. Калькаля применяем. Уқубаха. Удлинение в размере двух огласовок. И здесь тоже удлинение в размере двух огласовок. И того получается у нас. Валя яхафу уқубаха. В завершение хотелось бы прочитать эту суру полноценным образом, связывая. И таким образом, обратите внимание. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Уважаемые зрители, на этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.